Позвольте мне от имени президента и главы государства, и главы исполнительной ветви власти, что я потом подчеркну, будет очень важно для развития возобновляемых источников энергии в Кыргызстане, уважаемого Садыра Нурбулжевича Жапарова и от Кабинета министров, всех вас поприветствовать и пожелать успехов сегодняшнему нашему форуму. Бог нам достаточно дал многого для нашей страны. Мы не ожидали, но получили независимость. И мы имеем около 200 тысяч квадратных километров земли, солнца, воздух, ветер, вода, даже термальные источники. И все это дело, к сожалению, пока мы не используем так, как надо нашему народу, нашим гостям и будущим нашим инвесторам и туристам в направлениях зеленой экономики. Как вы знаете, если мои коллеги успели поставить, я хотел бы вас вернуть к циклу Кондратьева. Мы перешли к технологической новой эре, уважаемые коллеги. По циклу Кондратьева мы подошли к эре нанотехнологий на базе урановой и солнечной возобновляемых энергий. С 2000 по 2018 годы была как раз фаза перехода. Многие страны успели к этому перейти, особенно наш сосед, Китайская Народная Республика, Европа, Америка. То есть развитые все страны как раз с 2010 по 2018 годы была эмбриональная фаза перехода к новой технологической эре. Можно вот следующий слайд показать. И мы сейчас как раз находимся на новой технологической эре жизнедеятельности всего человечества. Это нанотехнологии на гелио и ядерной энергетике, обоснованные и устремленные ввысь. Илон Маск уже начал осваивать новые планеты, а мы те ресурсы, которые есть и которые нас Бог не обделил, к сожалению, пока не используем. Если используем, то очень мало и не очень эффективно. Уважаемые партнеры по развитию и приглашенные гости, впервые мы встречаемся в таком расширенном формате для более детального и всестороннего обсуждения вопросов по переходу к устойчивой энергетике. Уже в этом году бюджет страны выделил 1 200 000 000 сом уже в начале нашего года для того, чтобы мы импортировали электроэнергию, обеспечили устойчивое развитие экономики и обеспечили свет и тепло в наших домах. В прошлом году мы выделили более 3 400 000 000 сомов. То есть мы этот осенне-зимний период живем в том числе и за счет импорта электроэнергии. Это имея вот такой большой гидроэнергетический и другие потенциалы. Если бы экономика не смогла бы вовремя обеспечить энергетиков соответствующими финансовыми ресурсами, то мы могли бы переживать на сегодня очень большой энергетический кризис. И недавнее отключение в нашей Центральноазиатской энергетическом кольце показали, насколько велика и важна роль энергии, особенно электроэнергии, для сегодняшнего состояния нашей экономики, для каждого нашего гражданина. Поэтому здесь присутствуют руководители государственных органов, международные партнеры, представители научных учреждений и бизнес-сообществ. И эта встреча является уникальной площадкой для выработки конструктивного решения. Как вам известно, в современном мире широко используются цифровые технологии, уже построенные на энергетике. Это дата-центры, электромобили, умные города, умные школы, умные счетчики и так далее, и так далее. Умные страны начинают появляться. Да? Наш сосед, Китайская Народная Республика, построил уже 100 умных городов. Сегодня сложно представить комфортную жизнедеятельность гражданина нашей страны без электричества. Вместе с тем, в настоящее время нам приходится сталкиваться со сложностями в устойчивом развитии энергетики. Технический износ энергооборудования достиг уже критического порога. Об этом будет отдельный, наверное, разговор, отдельная наша встреча с вами. Из-за маловодия, ограниченности в энергомощностях Кыргызской Республике приходится, как я уже сказал, импортировать электроэнергию. И все деньги, которые могли бы мы направить на развитие
экономики или поддержки малоимущих мы вынуждены направлять на импорт электроэнергии. В итоге на сегодня для полноценного функционирования экономики нехватка электроэнергии составляет порядка 6 миллиардов киловатт-часов, из которых 3 миллиарда киловатт-часов действующий дефицит, который мы закрываем за счет импорта, и 3 миллиарда киловатт-часов для ввода в эксплуатацию новых перспективных промышленных предприятий. То есть внутренний бизнес, наши международные финансовые партнеры готовы запустить очень много проектов, не можем дать электроэнергию. И при этом наша страна, наша республика находится на истоках рек Центральноазиатского региона, является генератором собственных водно-энергетических ресурсов. В связи с этим увеличение мощностей генерации электроэнергии является сегодня жизненно необходимой задачей нашей страны и нашего правительства. Причем решать его надо в кратчайшие сроки в этом году. Какие новые мощности нам надо будет развивать? Тут тоже двух мнений быть не может. Наряду с запуском активной фазы строительства на стратегических объектах Хамбарата-1 и 2, второй агрегат мы будем запускать. Сегодня находится на последних переговорах в Москве нашей энергетики. Надеюсь, мы в этом году запустим начало строительства второго агрегата. И начнем строительство первой фазы Хамбарата-1. Для первой фазы Хамбарата-1, начало строительства инфраструктуры, мы уже нашли 18,8 миллиона долларов. Для первой фазы необходимо 458 миллионов долларов. Мы начали активные консультации с нашими международными финансовыми институтами и впервые выходим на рынок евробондов. Наша страна только в Центральной Азии осталась одна вне этого рынка. Где-то около 500 миллионов евро мы планируем в этом году заимствовать на еврорынках и будем запускать первую фазу строительства Хамбарата-1. Еще раз подчеркиваю, нам необходимо 458 миллионов долларов. Закончили споры вокруг Верхненарынского каскада ГЭС. С Российской Федерацией мы договорились, что 37 миллионов мы переводим долларов спора между Русгидро и нашей страной, вернее, Министерством энергетики, электрическими станциями. Были эти деньги, не были эти деньги. Мы отказываемся от этих всех дальнейших изысканий, переводим его во внутренний суверенный долг. Правительство берет эти долги на себя, энергетиков, и Верхненарынский каскад освобождается для наших инвесторов. Уровень договоренности уже на уровне премьер-министров двух стран и Министерства финансов достигнуто. Физически, я думаю, в ближайший первый-второй квартал мы это завершим, и Хамбаратинский и Верхненарынский каскады ГЭС будут ждать наших инвесторов. Во-первых, это отвечает всем нашим международным обязательствам. Президентом нашей страны Садыр Нуркожоевичем Джапаровым на саммите по изменению климата в Глазго сформирована задача, что к 2050 году Кыргызстан на платформе зеленого развития постарается достичь углеродной нейтральности. И эта программа разрабатывается в нашем правительстве. Мы готовы эту программу вместе с вами начинать претворять в жизнь уже в этом году. Локомотивом этой безуглеродной политики будут возобновляемые источники энергии. Во-вторых, Кыргызская республика обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии, основными видами которых являются гидроэнергия, солнечная энергия, ветровая энергия и энергия геотермальных вод. Потенциал гидроэнергетики используется пока только на 10%. Также территория Кыргызстана получает в среднем в год от солнца почти 4 миллиарда 640 миллионов час лучистой энергии или 24 около киловатт-час на 1 квадратный метр. Причем среднегодовая продолжительность солнечного сияния колеблется по территории от 2100 до 2900 часов. Этот потенциал нами практически полностью не используется. Но я надеюсь, по результатам сегодняшней нашей конференции мы сможем объявить, что в Кыргызстане в этом году начнется строительство 2 и более солнечных энергостанций. Есть определенные возможности для развития ветроэнергетики, особенно в отдаленных районах.
где длительность энергетических активных ветров составляет 5-7 тысяч часов с удельной энергией ветрового потока до 2000 киловатт-час на 1 квадратный метр. В этом году впервые мы попытаемся помочь бизнесу убрать все барьеры и запустить хотя бы одну ветровую станцию. В-третьих, развитие возобновляемых источников энергии по сравнению с альтернативными источниками в виде тепловых или атомных электростанций нанесет, на наш взгляд, намного меньше ущерба для экологии в случае каких-либо техногенных катастроф. Это позволит нам сократить выбросы парниковых газов, не загрязнять воду, наши ледники и не создавать долгосрочных последствий для окружающей среды. Также важно при этом будет улучшаться торговые и платежные балансы стран, так как при этом мы снизим импорт угля и газа из-за рубежа. Я еще раз подчеркиваю, что в этом году мы за прохождение зимнего периода осеннего только уже 5,4 миллиарда сумм отдали энергетикам для импорта. В-четвертых, возобновляемые источники энергии требуют для ввода в эксплуатацию значительно меньшего времени, инвестиций, чем более крупные альтернативные станции. Мы должны будем преодолеть существующий энергодефицит в кратчайшие сроки. В течение 2-3 лет мы запустим сотни малых ГЭС, солнечных и ветряных станций. Потребности в электроэнергии дефиците будут только нарастать со временем. Необходимо вводить новые мощности опережающими темпами. Без этого все остальные меры по развитию экономики, предпринимаемые Кабинетом министров, будут просто бесполезны. Еще раз подчеркиваю, сегодня внутренние инвесторы и внешние готовы вложиться почти около $1,5 миллиарда, просто не хватает электроэнергии. Кабинетом министров уже принят ряд мер для развития устойчивой энергетики. Так, в новый, только что принятый налоговый кодекс включены нормы по поддержке зеленой экономики и зеленых технологий. Освобождается от уплаты НДС поставка технологий и оборудования для ветровых солнечных электростанций и малых ГЭС. Внесены поправки в земельное законодательство по освобождению возмещения сельскохозяйственных и лесохозяйственных потерь при строительстве ГЭС. Для всех видов ВИА мы попытаемся сделать это в законодательстве поправку. Освобождается от уплаты налога на имущество в размере 50% здания, помещения, сооружения, отвечающие требованиям энергоэффективности. Это особенно важно для наших строителей. В настоящее время Министерством энергетики выдано свидетельство субъектов ВИА для строительства 48 объектов ВИА в Кыргызской республике. 1 апреля мы уже подведем итоги. Если не начали разрабатывать технико-экономическое обоснование и бизнес-проекты, мы их вернем и обратно выставим на новые конкурсы. Их суммарная мощность составит порядка 300 мегаватт электроэнергии. Начнем строительство нескольких малых ГЭС за счет денег правительства. Это Баласару, 25 мегаватт в Таласской области с помощью Кыргызско-Российского фонда под гарантию Министерства финансов. Ортотокой, Каракол. Ортотокой 21 мегаватт на Рынской области, Каракол 18 мегаватт в Жалабатской области. Готова взять на себя но вновь созданная компания «Наследие великих кочевников». У нас появился двигатель в нашей экономике. Если до сих пор у нас в экономике не было такого двигателя, мощного мотора, который двинул бы это вперед, у нас появилась компания Хумтор Голд Компани. Мы завершаем переговоры с менеджментом этой компании Центары, расходимся мирно к нашему удовлетворению. Надеюсь, это улучшит наш инвестиционный климат в Кыргызстане, снимет опасения наших инвесторов. Так вот, за 7 месяцев эта компания заработала более $200 миллионов чистой прибыли, которая готова направить именно на возобновляемые источники энергии и на новые геологоразведочные работы. Мы доказали, что можем управлять этой компанией сами, и при этом эта компания начала покупать электроэнергию у нас уже за 5 сом и 4 тыина. Так же, как и все другие золотодобывающие компании. Вы знаете, за последние 2 года цена на золото резко поднялась вверх. Таким же образом, алкогольная отрасль изъявила желание, мы не стали сопротивляться, что они тоже начали покупать по 5 сом электроэнергию. Но,
чтобы всем показать и доказать решительность того, что мы хотели поддержать возобновляемые источники энергии, мы объявили и начали с 1 января само правительство, которое является крупнейшим потребителем электроэнергии, около 850 миллионов киловатт-час. Мы сейчас покупаем у энергетиков электроэнергии по 3 сома 40 тиынов. Мы готовы всю электроэнергию, которую будет потреблять бюджет, закупать у тех, кто дает нам по источникам, возобновляемым источникам электроэнергии. Кроме того, мы ставим задачу перед энергетиками 1 миллиард киловатт электроэнергии зеленой, которую мы платим им за импорт по тем или иным тарифам, заменить тоже покупкой за счет тех, кто будет производить возобновляемые источники энергии. Таким образом, мы готовы выкупить почти 2 миллиарда киловатт электроэнергии, зеленой электроэнергии у тех, кто будет этим заниматься. Однако указанная мера по стимулированию развития ВИЭ, на наш взгляд, недостаточна. В настоящее время Министерством энергетики Кыргызской Республики инициирован и внесен на общественное обсуждение проект закона Кыргызской Республики новой редакции. Я рад, что наш товарищ Экмат здесь, коллега, депутат, который 5 лет за этот закон бился и не мог получить согласие правительства на те или иные поддержки. Наше правительство готово поддержать и сегодняшний состав парламента, и твои предложения, уважаемый Экмат, с тем, чтобы мы пошли еще дальше. Нашим проектом правительства предлагается исключить барьеры для запуска ВИЭ. В частности, предлагается исключить требования по квотированию мощностей, по лицензированию деятельности на продажу электроэнергии, по проведению конкурса. Субъекты ВИЭ будут освобождены от налога на прибыль, и для них будет продлен льготный период окупаемости до 15 лет. В рамках законопроекта о ВИЭ необходимо будет нам проработать следующие вопросы, и мы это готовы взять на себя. Пока Алиев Азиз Куанычбекович осторожничает, я ему говорю о том, что первое, одним из самых острых вопросов для инвесторов остается валютный риск. Так вот, этот валютный риск Кабинет министров готов взять на себя и заключать контракты на покупку электроэнергии в долларах, в центах или в дирхамах, в тех валютах, в которых вы будете привлекать свои инвестиции. Второе. Для реализации проекта в сфере ВИЭ Кабинет министров в среднесрочной перспективе может предложить тарифы для масштабного регионального проекта по экспорту электроэнергии в Южную Азию, КСА-1000 и в Китайскую Народную Республику. Третье. Мы готовы предоставить тариф равной стоимости импортной электроэнергии, я уже сказал, получаемой за счет угля и газа в объеме до 2 миллиардов киловатт-час для субъектов ВИЭ. Для потенциальных инвесторов это возможные перспективы экспорта электроэнергии с учетом быстрой окупаемости проекта, а для государства гарантированный объем генерации электроэнергии и исполнения поручения главы государства по отказу от углеводородной зависимости. Однако остается еще множество проблем, которые нам всем необходимо решить. Прежде всего, нужно навести порядок в земельном и водном законодательстве. Не приняты подзаконные акты, регулирующие отвод земельных участков, отвод на воду, не определены четко роли местных и центральных органов власти. Для ВИЭ в кратчайшие сроки должны быть созданы все юридические возможности для развития, сняты все ограничения, мешающие созданию новых мощностей. Мы должны понимать, что построение зеленой энергетики – это требование времени. И если мы хотим идти в ногу со временем, мы должны идти на кардинальные реформы. В целях проведения нормативно-правовой реформы в сфере развития ВИЭ образована рабочая группа под руководством моего заместителя господина Алиева по инвентаризации законодательной базы, по отмене этих всех постановлений, которые мешают развитию. Мы на прошлом заседании Кабинета министров отменили 2858 своих постановлений. Президент отменил 180 своих указов до того, которые были приняты. На ближайшем заседании мы будем отменять около еще 3000 постановлений правительства.
То есть мы будем идти по пути инвентаризации, уничтожения всех нормативных правовых актов, которые мешают развиваться, а не принимать все новые, которые входят в противоречие со старыми. Все, что нужно для вас, я предлагаю вместе с вами выработать новые механизмы и принять их в ближайшее время. Я думаю, уважаемые наши депутаты здесь нас поддержат. Самое главное, я хотел бы сказать, что на сегодня секретариатом рабочей группы определено Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики как государственный орган, регулирующий вопросы по рациональному использованию водных ресурсов и отводу земельных участков. Уважаемая Динара Асиевна здесь в своем выступлении, наверное, об этом скажет. Мы 15 лет не могли создать государственную водную администрацию. Мы ее создали, и мы создадим единое окно, где вот этот один орган будет давать разрешение на все те ваши просьбы, чтобы вы могли начать строительство возобновляемых источников энергии. Уважаемые участники национального форума, основная цель сегодняшнего национального форума – консолидированным решением дать импульс запуску инвестиционных проектов строительства малых ГЭС, солнечных и ветряных станций. Наши соседи очень далеко в этом плане ушли. И Таджикистан, и Узбекистан. Они имеют очень колоссальный большой опыт. Не надо ездить в другие страны. Надеюсь, что в ближайшее время мы и с Таджикистаном решим вопросы по делимитации и демаркация наших границ, и наша энергетика сможет свободно обмениваться этим опытом. Но и Узбекистан в этом плане очень далеко пошел вперед. Уже наша рабочая группа на правительственном уровне, наши сами инвесторы уже постоянно ездят, обмениваются опытом. Надеюсь, что и наши международные партнеры покажут, укажут и подскажут нам правильные пути решения, чтобы мы могли в ближайшие 2-3 года дефицит электроэнергии разрешить в нашей стране. Кабинет министров готов оказать необходимую поддержку для снятия бюрократических барьеров при продвижении проектов. Призываю руководителей государственных органов и всех участников национального форума сплотить усилия и выработать возможные ключевые решения для обеспечения устойчивого и динамичного развития энергетики Кыргызской Республики. Уважаемые коллеги, мы начинаем создавать банк развития на базе гарантийного фонда, и мы готовы поддержать. В случае, если у вас нет залога, мы готовы это дело поддержать. В ближайшее время 4 банка, которые принадлежат государству, будут иметь уставной капитал не меньше, чем $100 миллионов. Это РСК, он уже имеет 5,4 миллиарда сом уставного капитала. Первый и второй квартал мы его докапитализируем до 9 миллиардов сомов. То же самое будет и в расчетно-сберегательной компании. Банк Керемет уже имеет уставной капитал $100 миллионов. На базе гарантийного фонда, который уже имеет уставной капитал 6,6 миллиардов, мы создаем и банк развития. Первоначальный уставной капитал у него будет 5 миллиардов, но до конца года он тоже будет иметь капитал $100 миллионов. Мы просим Международный финансовый институт и здесь тоже помочь нашим банкам привлекать деньги не только за счет ресурсов Национального банка и правительства, но и за счет привлечения денежных ресурсов из международных финансовых центров с выходом на международные фондовые рынки, с тем, чтобы вся сумма денег, которая будет привлечена этими финансовыми институтами, в первую очередь была направлена на решение продовольственной безопасности и на решение энергетической безопасности. Уважаемые коллеги, призываю также всех тех, кто сегодня участвует, не просто подсказывать нам наши проблемы и ошибки, а вместе с нами начинать исправлять эти ошибки. Кабинет министров готов к работе. С вами или без вас мы это сделаем, но с вами это будет нам очень приятно. Спасибо большое.